Друзья, в эфире телеканала Якутия-24. Программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у замечательного мастера. Я бы сказала, что мастер не только вот по шоколаду, да, собственно, что мы сегодня и будем делать, да, а вообще по нескольким направлениям, да. Мы с Ульяной познакомились, это Ульяна Бочкарева-Афанасьева, познакомились, успели поговорить вне кадра, и, как сказала Ульяна, чем только вы не занимались, да? Да. Ага. То есть постоянно вот что-то одно надоедает, да, переходите к другому, да? И это все обновляется. Угу. Ну и сегодня вот вы пришли к тому, что первое, да, делаете шоколад. Я не видела вот с якутскими узорами. кто-то делал, да, вот захотелось вот именно шоколадку сделать с якутским колоритом, с якутскими узорами. И вот захотела и сделала вот формочки для шоколадов разные. Расскажите, как вот вы сами делаете, да? Формы делаю все сама. И как бы разные узоры, разные размеры. И все вот это подгоняется под шоколад, под мыло. Ну, прямо красота, да? Настоящая. И вот эти все шоколады и орнаменты не с чего-то взяты, да, а именно взяты вот со своим смыслом, со своим колоритом. Ну, вот, к примеру, вот эти там символ, узор вот в большом кругляшке, символ там здоровья, благополучия. Вот лира тоже вот это означает благополучие, удачу, да? Очень красиво. И вот эти вот шоколадки, которые вот видите, да, вот там сколько узоров-то, у некоторых 8 узоров, вот тут плиточки, у некоторых 7 узоров. И они тоже как бы означают, узоры тоже вот имеют свои смыслы, да? Как бы и по якутским канонам, и по фэншую тоже вот как бы они это богатство, деньги, процветание. Каждый имеет свое значение. Да. Ну что, мы можем приступить, да? С чего мы начинаем? И, ну, сперва нам нужны, конечно, вот наши шоколадки. Мы будем их растапливать. Шоколадка вот я использую белые и темные, да? У меня тут уже есть микроволновочки. И включаем. Мы его постепенно растапливаем. Время от времени должны перемешивать. А для этого нам нужна вот такая силиконовая лопаточка. Палочка, да? Какая-то там определенная температура должна быть, да? Ну, вот это не совсем этот шоколад, да, вот я сейчас быстренько буду показывать на глазури. Глазурь, он не капризный, с ним вообще работать вообще одно удовольствие. Все буду показывать на глазури. Также нам будут нужны вот для этого вот такие сублимированные продукты. Я выбрала сегодня малину, клубнику и крошки вафли. Они вот эти совсем другой вкус передают. Вот. Уже звучит аппетитно очень. Малинка как бы вкусная, со своей кислинкой. Да. А вот этот хруст вафли тоже как бы очень-очень вкусно получается. Ну и плюс как украшательные же, да? И вкус, и как украшение. Ну, это вот как бы мой вариант, да? А можно же его сделать как бы как дубайский шоколад, да? Ну, к примеру, наш якутский дубайский шоколад, да? Можно ингредиенты там поменять, вот в этом высоком, к примеру, поменять, и у нас получится свой индивидуальный якутский вот этот шоколад со своим колоритом. Который можно прославлять на весь мир, да? Вот именно вот куда-то едем мы в гости, да? Там на презентике вот эти шоколадки, вот и маленькие, и большие, мне кажется, это со своей историей, с малой родины, да, это тоже как бы... Да, еще с якутскими узорами, да, так вообще. Я вот нигде не видела, поэтому захотела сделать именно вот эти... Как вам пришла идея так резко, да? Захотелось шоколадку именно вот этим, с якутскими узорами. И люди как реагируют, когда... О, да, вот это удивляется, красиво. Ну вот даже вот смотря этот
уже кажется красивым. Да, я сама вот не продаю, просто вот эти я продаю вот формочки. А, форма. Только формочки продаю. Ну вот у нас растопился шоколад. И потихоньку уже выливаем наши формочки. Давайте его вместе будем работать. Давайте. Да? Ага, давайте. Я выливаю туда. Сперва выливаю так, чтобы укрыл наш узор. Так, и уже нам надо Нужно вот распределить, так, да? ага, распределять его по всей нашей форме. После того, как распределили, да, нам надо его вывести от него пузырь. Воздух, да? Ага. Ну вот воздух, чтобы весь узор у нас аккуратненько, чтобы все получилось, мы должны вывести весь воздух. И вот на этом этапе мы уже добавляем наши вот сухие продукты, сублимированные вот эти наши. И уже мы можем по вкусу уже добавлять, какие нам подходят. Да? Прям, Ага. Ну прямо вот сверху насыпаем. И уже как бы летом запахло, да? Да, очень красиво. И я уже очень люблю вот эти именно крошки добавлять. Ой, ой, ой. После того, как добавили, мы уже его заполняем. А, сверху еще. Заполняем и также стряхиваем, чтобы у нас было все сверху однородно. Как бы еще плюс как начинка там, да, получится внутри, да? Ну, тут можно разное сделать. Не обязательно вот шоколады, да? Можно и вот и мармелады, и всякое такое. Просто вот как бы я показываю один из вариантов. И после того, как сделали, да, мы его отправляем в холодильник охлаждаться. Примерно сколько минут? Ну, примерно 20-30 минут. И уже у нас уже все. Готовая шоколадка, будет, да? А, вот, смотрите, прям как раз на примере можно, Сейчас да? будем вынимать. Смотрите. Какая красота. И самый ответственный момент, да, для каждого вот этого шоколадье, да, внимание из молдов, да, что у нас получится, какой окончательный результат получается. Так, аккуратненько, Аккуратненько, наверное, надо, вот. да? Ага. Ой. Хоп. Ух ты! Какая красота. И такая красота у нас получается всего за 30 минут. Ну, да. Вот с одним молотом, да? Ну, как-то даже есть не хочется такой красоту, да, чтобы подольше порадовало. Ага. Так. Это лира у нас. И тут у нас узор без карах. Вот этот молд подходит именно для мыла, для шоколада. Кстати, ну, универсальные молды, да, можно сказать, да? У меня тут несколько универсальных молдов, которые и подходят и для мыла, и для шоколада. Какая красота. Ух ты. Ага. И после того, как мы вынули, да, мы можем его оформлять. Сейчас будем оформлять. Так. И для этого нам будут нужны вот такой спонжик. Спонжик.
И вот такая краска, Пищевая специально, да? пищевая краска, Мгм. которая подходит, ну, для шоколада она подходит. Мгм. Открываем его аккуратненько. Это вот как втирка же, да? Да, как по-моему? втирка, ага. Втирка. Очень удобно вот этими вот спонжиками работать. И уже мы красим. Ага. Видите, вот по узорам, если красить. Да? Узорчики, да? Мгм. Ух ты! И оно уже у нас, Красиво. как по мере того, как мы делаем, да, уже Мгм. совсем другой вид становится. Очень красиво. Ну, своего рода этот релакс, да? Мгм. Не очень сложные, как бы с этими молдами. На раз-два уже получается такая красота. Как уже мы говорили, молды эти универсальные, да, сказала Ульяна. И можно посмотреть, здесь не только шоколад, вот это вот белое, это у нас мыло, да? Это она смыла. Ага. Мыло тоже у нас растапливается, да, ну, примерно такой же процесс, да, как Мгм. с шоколадом. Да. Мгм. Ну, опытные люди сразу схватят, да, на Мгм. лету все. Мгм. Ага. Я просто как бы исходя из того, что я как бы мастер по молду, по форме, который Мгм. делаю вот эти разные формы. Вот еще можно этот кружочек. А образование у вас с чем связано? Вы вот всегда такой вот ну, человек выше- творческий? Ну, я как бы после школы обучалась в разных, ну, разная специальность у Мгм. меня есть. И М. как бы основной у меня высший технолог. Ага. Может, поэтому вот это захотелось Да. шоколадку, да, сделать. Да. И вот, ну, у меня 5 детей, как бы из декрета в декрет. Я не только вот этот мастер, который делает молды, да, но и я занимаюсь рукоделием. Мгм. Ага, вот это сутаж, бисер, это все мое тоже. Мгм. Основной вид Мгм. деятельности был. Мгм. Потом вот потихоньку вот перешла вот эти именно на молды, на формы для гипса, для эпоксидки. И у меня оно стало очень хорошо получаться. Мгм. Как бы времени совсем для рукоделия вот именно сутажом не остается. Мгм. Поэтому пока вот эти формы делаю. Мгм. Ну, формы-то сейчас время такое, да, что все вот это очень быстро все идет, Мгм. все надо обновлять. То Да. есть везде нужна своя новинка. Да, да, да. Поэтому, Мгм. чтобы не отставать, Мгм. чтобы быть в вот этих первых рядах-то, надо вот подсуетиться. Да, как только идея пришла, сразу ее Мгм. реализовывать, да? Да, Ага. поэтому ну, потихоньку, но обновляем все наши вот эти хотелки. Мгм. Вот тут серебряным можно сделать, а тут вот этим золотым пройтись, тоже как бы красиво будет. Мгм. Ну вот как бы основные моменты вот этого ну, я показала вам. Мгм. Те, кто хочет молды, можете писать мне, найти меня. Да, вот Да. я работаю совместно с Ахагипс. У нас вот этот, ну, невеста моя вот этот гипсом занимается, поэтому мы вместе с ней делаем вот эти формочки. Но основные по молдам это делаю я, вот эти силиконовые формы. Мгм. Мгм. Но вы все равно человек-творец, да? Ага. Ага. Все равно творите.
Откуда, может быть, у вас... Ульяна еще также сказала, что она многодетная мама, да? Ага. 5 детей у вас. Да. Вообще, как у вас... Как вы вот планируете правильно свой, скажем так, график, да? Все успеваете? Ну, когда дети были маленькими, конечно, были свои сложности. Ну, а сейчас они выросли, они уже как бы самостоятельнее, поэтому я уже включилась в свое удовольствие, в свою вот эту, да, вотчину рукоделия. Поэтому мне сейчас очень, ну, время такое пришло, что я и отдыхаю, и плюс и работаю на себя. Вот это. Ну, как бы в основном вот, ну, как всю жизнь, да, получается, потому что вот это детей было много, декретов было много, и как бы сидя вот это, я нашла свое вот именно рукоделие нашла. После этого уже некуда идти, вот как бы сама на себя работаю уже давным-давно, вот, зарабатываю. То есть нашли свою нишу, скажем так, да? И вот это все это каждый раз обновляю вот эти. Ну, что-то захотелось, я не сижу, а уже делаю. Ну, вы сказали, что правильно сказали, что нужно хвататься за свою идею, да, срочно ее реализовывать, пока эта идея не пришла к другому человеку, да? Да, все равно, если даже приходит, это же хорошо. Все равно всегда вот это, если без конкуренции этого сдвига не будет. Поэтому вот здоровая конкуренция – это самый лучший опыт. Опыт для всех мастериц. Ну, расскажите немного, вы, получается, занимались сутажной техникой, да? Ну, я занималась вот этой сутажной техникой. Я сперва начала вот именно с канзаш техника, потом сутаж у меня был. Ну, с сутажом я уже работала больше 10 лет, я занималась, и там бисер, вышивка, потом эпоксидная смола, там рожки были сейчас, потом вот эти формы разные балаганчиков, якутских этих чаран, ураса, вот это все самое. И вот этот потом делаю вот эти магнитики, сейчас тоже будем показывать, да, и там еще, ну, надо вспомнить, чем занимаюсь, вот эти шоколады тоже, вот это как бы стали основным моим видом деятельности, вот это сейчас на этот момент, ну, на период моей жизни, да, сейчас, поэтому как бы я получаю от этого очень-очень большое удовольствие. Главное, что нравится, ну, да? Главное, вот и дело вкуса, да, очень вкусное занятие вот это нашла для себя. А как вот, может, поделитесь советом, как вот найти идею? Ну, найти идею это можно отовсюду, да, сейчас... Как-то другие работы смотреть, на других мастеров, знакомиться, да, наверное? Да. Ну, друг у друга посмотреть, это тоже вот это оттуда брать, это все равно что-нибудь красивое смотришь, да, или картину, или что-нибудь тебе понравилось, и тебе уже вот как бы захотелось как бы реализовать ее на свой лад, на свое видение, да. И вот тоже вот эти тоже как-то шоколадки тоже давно я шоколадки вот это замечаю, да, что у нас в Якутске нету вот этих именно плиточки есть, но там только рисунок, вот обертка, да. А почему внутрянки у нас нет, да, вот такой красивой? Если открыли, да, уже вы раскрыли, а там у вас якутский колорит, да, тоже как бы свою, если видите, очень красиво там получается, поэтому сделала, сделала, и оно у меня очень хорошо получилось, поэтому и дальше стала вот этим заниматься, делать. И вот это молды делаю, я все равно вот каждый молд перед отправкой, перед заказчику, да, я все молды вот проверяю вот это делаю, как бы шоколад выливаю, делаю. То есть проверено на себе, да? Только тогда спокойно можно уже. Да, вот это, поэтому вот каждую вот эти формы и в гипсе, и в этом я все проверяю. Ну, ответственность, да? Такая? Ну, как бы лицо мастера. Конечно. Поэтому все проверяется на себе. Да. Сперва. Ну, здорово было бы, да, если бы ваши молды как можно больше людей заказывало, тогда и о якутском шоколаде, да, получается, ну я сейчас узнали бы. Особо вот не рекламировалась, да, поэтому
Сейчас вот сегодня вот захотелось выйти именно вот этим шоколадом. Хотелось показать, вот это, что можно творить самим вот такую красоту дома. Да. А насколько затратно, допустим, вот сделать молд? Ну, сам молд сделать, конечно, очень затратно, да? Поэтому и цена вот молдов не очень низкая, скажем. Но все равно вот как бы у нас одна плиточка вот именно с начинками, да, у нас в пределах 500 тысяч стоит. И вот за несколько уже вот получается вы 4-5 плиточек продали, 3 вот, ну, к примеру, да, и вы уже окупаете вот эту цену своего молда. И уже дальше вы работаете уже на плюс себе. Ну, конечно, вот растраты вот в шоколадках есть, получается. Да, кстати, вот это, наверное, бельгийский, да? Ну, я сегодня вот вам показала именно на глазури, да? Вот эта глазурь белый и темный шоколад. Ну, они тоже разные, да? Ну, их выливать, они, отличие от шоколада, они не требуют вот темперирования, с какой-то температуры, да? Вы ее, вот, как просто мы просто растопили. Не капризные, скажем. Вообще не капризные, да? И по цене оно от шоколада, вот по цене оно намного дешевле получается. А если вот сам шоколад покупать, да, лучше, конечно, сейчас в маркетплейсах покупать, да, там да, заказывать. выгоднее. Поэтому как бы уже несколько сделали. А некоторые сейчас вот брали у меня вот эти вместе с клубникой продают. Ну для красоты вот по-разному там делают, оказывается. Ну, те девушки, которые меня брали вот эти молды. Ну, Ульяна, перед тем, как мы закончим, да, вопрос такой, скажем, традиционный, да, какие у вас планы, какие идеи, может быть, поделитесь с нами, может быть, уже какая-то идейка есть, которую мы еще... Ну, как бы в этом деле, да, мы развиваем, именно я развиваю вот якутскую тематику, да, чтобы было вот это больше вот эти именно заготовок именно вот якутской колорит. Там не только в шоколаде, да, но и в гипсовых изделиях, в украшениях. Все у меня вот как бы идет на якутскую тематику. Дальнейшие планы у меня, да, вот чтобы побольше вот именно как бы со своей стороны вот эти, чтобы побольше людей узнали, чем я занимаюсь, да, какие красоты вы можете сотворить, вот именно продажи своих молдов, своих изделий. Шоколад, увы, не продаю, просто я продаю вот именно формы для шоколада, для мыла, ну, для гипсовых изделий. А из других городов были заказы, вот интересно? Да, самое дальнее у меня вот этот якутские, ну, для гипсовых изделий у меня покупали из Канады. Тоже как бы и в Америке должно какое-то уехало, должно было уехать. Ну, из разных стран есть. Поэтому сейчас как бы потихоньку в этом деле идем своей цели. Да? Да. Ну, это очень отрадно. Да. Очень надеемся, что как можно больше людей узнают о таком шоколаде, да? Не только радует глаз, но и, скажем так, вкус, они очень-очень вкусные. И давайте, да, напоследок попробуем наш шоколад. Весь выпуск я сидела и хотела. Вам с узорчиком. Ух ты! С малинкой. С малинкой. И с крошками вафли. Малинка вообще вкусная, да? Ну, несмотря на то, что оно глазурь, оно все равно очень вкусное. Очень вкусно. Ульяна, спасибо вам большое. Ну, как я сказала, пусть как можно больше людей узнают о вашем шоколаде, да? Вам творческих идей. Спасибо. Да. Ждем от вас еще чего-нибудь новенького, да? Ну, в следующего выпуска что-нибудь придумаю, да? Ну и, конечно, сладкой жизни, вот как ваши шоколадки. Спасибо. А у нас на очереди второй выпуск с Ульяной. Мы уже будем делать кое-что руками. Смотрите выпуск в следующих
эфирах нашей программы. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия 24.